Ужесточение требований к онлайн-займам могут привести к массовому уходу микрофинансовых организаций с рынка страны. Такое опасение высказывают представители сектора коротких займов. Изменения сейчас активно обсуждаются на законодательном уровне. В ситуации, как всегда, разбиралась ведущая рубрики экономического обзора Гульнара Хасан. Она уже в студии. Гульнара, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот мы знаем о том, что такое понятие, как займ до зарплаты, микрофинансовых организаций, такая достаточно популярная услуга среди казахстанцев. Как же вообще эта ситуация может повлиять значительно на вот вопрос, то, что мы говорим, закредитованности населения? Да, Илья, совершенно верно. Займы в пределах 60 тысяч тенге на 2-3 недели, как показывает практика, востребованы. Такой продукт не предлагают банки. Эксперты опасаются, что в случае сильных ограничений сфера может уйти в тень. А это уже добавит работы Агентству по развитию и регулированию финансового рынка, а также МВД. Обо всем подробнее через пару секунд. Что ж, начнем с главных цифр. Сектор микрофинансовых услуг принято считать самым быстрорастущим. Судный портфель прошлого года составил 1 200 миллиардов тенге. Это на 7% больше, чем кварталом ранее. Рост доходности очевиден и по данным статистики. Но здесь необходимо понимать, что сектор МФО дифференцирован. Он включает в себя организации, которые кредитуют бизнес, покупку автомобилей, а также онлайн-МФО, выдающие короткие беззалоговые кредиты. По данным Первого кредитного бюро, доля онлайн-займов занимает всего 0,6% в общем кредитном объеме. 5,7% всех займов приходится на автокредитование, а более 89% занимают банки второго уровня. Введение единой годовой эффективной ставки вознаграждения для МФО сильно ударит по рынку микрофинансовых услуг, считают в ассоциации Казфинтех. Так как выдавать короткий кредит под 56% нерентабельно. Это может привести к массовой сдаче лицензий и уходу из рынка МФО, дающих деньги до зарплаты. Дело в том, что эта ставка несовместима с бизнес-моделью краткосрочного микрокредитования. Почему? Вот представьте, люди берут обычно 50 тысяч тенге на пару недель. Если под 56 годовых выдать 50 тысяч тенге, то проценты составят 1100 тенге. Вот как вы думаете, кто захочет за 1100 тенге выдавать 50 тысяч, брать на себя операционные расходы, и эти риски, это стоимость одной чашки кофе или одной короткой поездки на такси. Ни в одной стране мира краткосрочные микрокредиты не выдаются по таким ставкам. Кроме того, эксперт считает, что необходимо пересмотреть еще одну норму – ограничения в количестве выдаваемых кредитов. Ограничивать нужно конкретной суммой выдаваемого кредита, говорит Алексей Сидоров. По его мнению, в случае ухода с рынка микрофинансовые организации будут собирать ранее розданные кредиты, и думать о социально ориентированном взыскании тут не придется. Ну и, конечно, есть риск ухода сферы в тень. Здесь, Гульнар, вы говорите, я действительно просто вспомнил о том, что ведь мы много слышим новостей о том, что много казахстанцев пострадало от микрофинансовых организаций. Мошенники оформляли на них кредиты и многое другое. Как же будут решать данную проблему, чтобы опять с такими случаями не столкнуться? Да, Илья, такие случаи действительно были, но, как заверяют участники рынка, с 2021 года введена биометрическая идентификация. И вообще надо отметить, что об онлайн-кредитовании сложилось весьма неоднозначное мнение, так как сфера долгое время не регулировалась. Были случаи, когда люди буквально погрязали в долгах. Только с 2020 года сферу онлайн-займов контролирует Агентство по развитию и регулированию финансового рынка. С этого момента ставка вознаграждения для онлайн-МФО снижалась в 5 раз с 30% до 15-20%. В частности, был введен расчет коэффициента долговой нагрузки, запрет на комиссии и новые займы при просрочке свыше 60 дней. При просрочке установлен лимит переплаты в 50%. Если человек, скажем, берет микрокредит в размере 60 тысяч тенге и возвращает его в срок, допустим, через 3 недели, то переплатит 12 тысяч тенге, не более. Если просрочит возврат, то уже 50%, 30 тысяч тенге. Выше этой суммы переплата не поднимется ни через год, ни через 2, ни через 10 лет. Тем не менее, контроль за деятельностью микрофинансовых организаций необходимо совершенствовать, считают эксперты. Если не убирают этот вид кредитования, тогда полный тотальный контроль со стороны агентства, как уполномоченного органа, за соблюдением потенциальных нормативов и соблюдение коэффициента долговой нагрузки. Просто по умолчанию, чтобы все МФО, которые занимаются, соблюдали этот коэффициент. Соблюдение требований по получению сведений с Первого кредитного бюро, и то есть они должны тоже влиять на рассмотрение новой заявки.
максимальная защита от фрода. Просто чтобы не было практически ни одного случая, да, что до сих пор хакеры удаленно оформляют на наших граждан вот эти займы до зарплаты. Ну что ж, Илья, это были все мои новости. Передаю слово. Как говорится, палка о двух концах. Мы прекрасно понимаем, что и проблему надо решать, но в то же самое время это очень важный такой сектор нашей экономики, да, вот подобное кредитование. Надеюсь, что все это будет на основе глубокого анализа. Это была Гульнара Хасанов с ее главной цифрой. Спасибо вам, Гульнара, ну а мы продолжаем.